Всем привет-привет, с вами канал Life. Меня зовут Карина, это мой муж Владимир. Мы пошли на прогулку и в торговый центр Европа. Но перед этим, Марисабель, я про тебя забыла 11 числа. Я вспомнила уже под ночь, что у тебя день рождения, тебя поздравляю, мы тебя поздравляем. Поздравляем с днем рождения, счастья, Счастья, здоровья, да. Мы пошли тебе выбирать подарок, но я про всех стала забывать. У меня еще одна подруга Ирина, у нее 17 мая был день рождения. Ирина, с днем рождения. Простите меня, пожалуйста. Сейчас что-нибудь, может, навыбираю, нашоплю и буду посылать посылки девочки. Вот так-то. Ну, а мы пошли гулять. Всем привет. Мамы, папы, родители, бабушки моей привет. И братья, сестры, да. Так что мы начинаем нашу прогулку сегодня. Какая у меня сегодня маска? Красивая, со стразами, с пайетками. Каждый день я их меняю, эти масочки. Мне понравилось, что я могу модничать вот так. Мы пошли сейчас в Европу сначала. Вот наша дороженька. Будем шопить. Покупать что-нибудь. Я хочу сходить в этот, как мы называем, Абибас. Адидас. В бутик Адидас. Спортивный. Что-нибудь там посмотреть. Вот. На улице по 17. Сегодня 15 июня. Видите, когда я вспомнила, да? Вспоминаю все. Но я не вспоминаю. Это не то, что вот я вообще, если честно, я очень сильно извиняюсь, когда я забываю про день рождения. Я иногда и через 3 недели поздравляю. Работы много. И каких-то забот, все время какой-то суеты, понимаете? И я вообще считаю, лучше поздно, чем никогда. Вот, самое главное. То есть, ключевое слово, что лучше. Да, но не раньше. Главное, заранее не поздравлять. Это вообще очень важно. Я верю в эту примету всю жизнь. Что человека нельзя заранее поздравлять с днем рождения. А после, да хоть сколько. Главное, не раньше. Вот. Так что, девочки, мы ведь не раньше, мы после. Ну и все. И хорошо. Завтра у нас обещают 23 вроде бы. А потом вообще всю неделю 26. Будем радоваться. Но сегодня мне нравится погода. Я иду, вот у меня платье, пиджак и колготки, и балетки. И меня это вполне устраивает. Не душно, не плохо, не умираешь в маске. Просто идешь и радуешься жизни. Так что, Марина, Ирина, мы вас все равно одарим какими-нибудь простецкими нашими подарками, нашими обычными, как мы каждый год все дарим, да? И не всегда еще и дарим. Стараемся что-то хорошее подобрать. Да, такое. Наши традиционные, наши простые подарки, как обычно, короче. Ну, главное, что под сердцем. Это очень важно. Вот. Народу, машин. Мы идем в час пик, к сожалению, время 6 вечера. Все едут с работы, а мы идем. Вот. Еще хочу, может, когда-то опять в книжный зайти. Но сегодня самая главная цель — это Адидас и Рибок. Вот мы уже подошли к торговому центру Европа. Народа, видимо-невидимо, и у Европы стоит, и внутрь заходит. И мы сейчас тоже зайдем. Но мы уже в обмундировании. Единственное, что перчаток у нас нет, но там их всегда выдают. Все, мы пошли. Вот, зашли в Европу. Такая очередь в Рив Гош. И вот такая в Айс-центр.
Мы идем. Вообще тут везде очереди. Никого не пускают так просто в магазин. Нужно подождать, когда в магазине будет какое-то определенное количество. В каждом человек там на определенные квадратные метры столько-то народа можно только. Вот. И мы также сейчас пойдем по эскалатору, пойдем наверх. И потом в Adidas. Тут вот очередь в Зару до сих пор такая вот. Еще больше, чем раньше была. Огромная очередь. Мне вот интересно, как работает Портокофе, потому что сегодня 15 июня же. Да. Сегодня должны открыться кафе. И вот есть Порто Мануфактура, такое кафе. Сидят там, интересно, люди? Нет. Также в режиме магазина работает. Никто не открылся. Интересно, по какой причине они? Или отменили этот указ? Не знаю. Надо просто почитать. Не смотрел. Угу. Еще магазин «Книжная лавка». Там строго запрещают снимать на видео. Прям устраивает истерику. Непонятно почему, конечно. Ну, вдруг я сглажу их книги там. Да не, я шучу. Там просто запретили руководители. Выбор. Тройная цена. Лучше даже в том же Буквоеде. Дорого, конечно. Даже в Буквоеде дешевле. Хотя Буквоед довольно дорогой книжный магазин. Ну что, идем наверх? Ой, я потрогала поручни. Ай-яй-яй. Вот наш Адидасик. Так все выглядит сверху. Вот там все моют уборщицы. Нет, это же очередь в эти магазины, нет? Ну, сейчас мы узнаем, господи. Вот, М-Видео. Это Инсити. Тоже очередь. Да? Ну, надо ее занять просто. Это в Adidas очередь? А где конец? Так. Уверена, что Вы последняя в Adidas? Да. И мы за вами. Ох, ты тогда встань, я в этот, либо с парашют шатнуха. Смотрю, в Рибок может что-то по-нормальному есть. Ну вот, Рибок вроде ничего, нормально. Может зайти в Рибок. Сейчас посмотрим. В общем, меня сейчас пустят в Рибок. Я не буду тогда стоять в Adidas, а мы с Вовой зайдем в Рибок тогда, когда можно будет. Сейчас я его позову. Я не вижу такой большой разницы между фирмами. Вов, нас сейчас пустят в Рибок. Надо просто немножко постоять. Вот здесь постоим, сейчас двое человек выйдут, и мы тогда сможем вдвоем с тобой зайти в Рибок. Вот тут перчатки, гель. Ну, у нас гель, наверное, мы свой применим, да? И будем заходить. Вот. Вот такое вот устройство здесь. Вот так вот надо, значит. Видите, 4 человека можно заходить. Сейчас вот трое там, видимо, есть. Мне можно было зайти, а если с мужем, то уже никак. Вот. Так, ищем что-нибудь из подарков. Так, где женский отдел? Он там, да? Угу. Так. Не, коврик для йоги меня не интересует. Ух ты, какие треники прикольные. Сколько они стоят? Я извиняюсь за шуршание. Сколько они, интересно, стоят, такие треники? Так, 3,499. Так, но мне-то нужны не треники. Хи-хи. Ух ты, оливчики почем такие спортивные маечки? 4000, ну 3,999. А такой?
Ну его вот так в подарок не подберешь, конечно. Ну просто интересно для меня уже теперь. Это я вот такие очень люблю, спортивные лифчики. 3,999. Так. Вот. Сумочка такая, да? Нет, я-то это. 1000 рублей. Я-то этот ищу. Футболочку. Футболочку. Вот, видишь, футболочки. Вот. Ну-ка, это почем? 2699. Так. А это 2399. Что-то как-то немножко это. Повысились цены, что ли, у них. А это почем? О, нет, это женская футболка. Ты что? Конечно. А вот спереди. Нет, вот ценнички у них. 3,5. Я понимаю, почему не было очереди. Я теперь поняла. Ладно, тогда пойдем стоять в Adidas. Хотела футболочки подобрать. Да, 3000. Слишком элитно для нас. Пойдем немножко выйдем и сходим в Adidas. Тогда в очередь постоим там. Или вообще еще куда-нибудь пойдем, что-нибудь подберем. Подарок. Но я тоже не хочу стоять в очереди. Может, Мегаспорт, который наверху? Это называется не Мегаспорт, естественно. Ты меня выбил название из головы. Сейчас, подожди. Спортмастер. Ну там качество-то, извини, не Рибок и не Adidas. Вот еще есть магазин косметики Mixit. Вот он неплохой. Но косметика это не то средство, которое можно подарить. Потому что у каждого свой вариант того, что он использует для своей кожи. Вот. Остин это китайские шмотки. Нехорошие. Такая повседневочка. Не в подарок, я бы сказала. Ну, сейчас мы, может быть, сходим в Спортмастер. Не знаю, какое там качество. Сейчас посмотрим, что у них есть интересного. Но в Спортмастере очередь должна быть гораздо больше, чем в Adidas. Ну, я про это и говорю, что в Спортмастер тоже, наверное, огромная очередь. То есть мы сейчас находимся в пространстве, где куча народа и где ужасные очереди. Вот тебе и купили, да, подарочки. Тут вообще получается сложно что-то купить. Может, мы еще что-то придумаем. Потому что та идея, которая родилась у нас, она подходит только под такие дни, когда нет. Ну да, Спортмастер ужасная очередь. Ладно. Не солоно хлебавши мы уйдем. Я думаю. Есть вариант, там, где мы брали Максима и мне, Adidas. Пойти туда. Ну, так не пойти, а поехать тогда. А сегодня уже, наверное, не успеем. Ну, мы сегодня-то, наверное, нет. Но мы сейчас, может быть, куда-то еще сходим. Но в торговом центре ужасно. Много народа и невозможно что-то купить, если честно. Нужно стоять часами. Ой. Я помню, такие в очереди после развала СССР были. Поэтому... А теперь в условиях пандемии огромные очереди. Вот видите, как это все выглядит. Постоять в очереди 2,5. Да. Нам это пока не подходит, я думаю, но чуть позже мы в какой-то выберем день, когда можно будет прийти без очереди. Мы-то можем в любое время. Время нужно, наверное, утром. Ну, час пик после работы мы зря выбрали. Да. Вот так это все выглядит.
Ладно? Чем бюджетнее магазинные, качественнее продукты, одежда, Да, тем больше очередь. да. Ну, или такой же потреб, как в Нью-Йорке. Ну, чем дешевле или чем просто, ну, качество плюс цена, да, и тем сразу больше очередь. Но в Рибок точно не соответствует качество и цена. Я бы взяла такую футболку, конечно, но она просто по качеству не соответствует тому, что она из себя, да, по цене не соответствует тому, что она из себя представляет однозначно. То есть мы вот ездим, когда в дисконт, там те же самые футболки, просто стоят в 3 раза дешевле, но они те же самые абсолютно. При этом они целые. Нормально. Нет, так в смысле целые, конечно, не рваные, просто, как сказать, Модели. производитель тот же самый, модель самая, та же самая, все то же самое. Остатки остались. Это не остатки. Дисконт, там все размеры есть, все как они остатками-то могут быть. Я бы не сказал, что все размеры. Да? Моего ходового размера не было вот футболочки. Да? Помнишь, как мы посмотрели? Ну мы же купили тебе футболку. Но мы купили другую. Ладно. В общем, мы все поняли. И пока что идем отсюда. В другое место. Вот. Что? Это не платно. Да, мне без разницы. Ой, смотри, какие клумбочки красивенькие, как все прибрано, как чистенько. Да, это праздник. Какая красота прям. А скоро у нас же, да, День Победы будет 24 июня. Праздновать будут. Вот там Смотрите, как сверкает наш собор. Хочешь на площадь пойти? Давай, мы все равно. Ну, пойдем, перейдем дорогу. Не, я хотела еще в буквоед зайти, но не знаю, там сшибут меня толпой народа или нет. Ну, пойдем на площадь. Переходим дорогу к площади. Там уже готовятся к Дню Победы. Что ж не включают фонтаны? Включили бы. Запрет на проведение массовых мероприятий тогда. Да? Но пока временно до 1 июля, а там уже... То есть у нас не будет Дня Победы? Нет, будет. Ну тогда запрета не может быть. Смотрите, какие у нас цветы на площади. И вот тут рододендроны тоже растут. Замечательные, красивые. Уже подсыхает немножко, но все-таки радует нас. И вся площадь в цветах, естественно. Наш собор, храм. Да? Христа Спасителя он вроде бы у нас, или как? Вот с праздником установили возле стеллы. Красота. Люди все гуляют, радуются. Все фонтаны выключены. Очень жаль, конечно. Еще бы работали фонтаны. Здание пассажа. Банка. Здравствуйте. Выпускница. Сегодня выпускная. Сегодня выпускной, вроде, да, говорят. Тут ленточками. Фонтан. Такая вот красота сегодня. Небо такое в облаках. Такие, да, сильно синих облаках. Тучки. Но тепло. Вот мне парит, жарко прям. Владимир Николаевич сказал, ему немножко ветер, а мне вот даже не мешает ни ветер, ничего. Его практически как бы и нет, этого ветра. Вот сейчас по площади идем, он все равно был бы, но нету. Так, уличный музыкант. Будем снимать. Мне нравится, я люблю. Сейчас поснимаем музыкантов. Пройдемся.
торговый центр Кловер. Как все его зовут в народе, Клевер. Ну что ж, послушаем. Время лечила, но чтобы я зубы на меня зубы точила. Морозом закипела, купил текилу, пил. Прямо коктейль, я побачился нет, но не хочу пил. Но лишь трамала меня, ты часы догнала. Топоры горят, рук фонарям. Это же круто, что вы летаешь, но меня нет. Проворные воды бандиты, идите. Одними разговорами не будем жить. Заманили меня мусора, заминировали, изолировали, зафиксировали. День добрый. Вам нравится обсмотр? Мы еще не поняли. А что случилось? Состояние немного оказать поддержку сигаретами, деньгами, еще можете вам не Хорошо, мы подумаем об этом. Спасибо. Передаю камеру. Как ее передать? Ну что, будут сегодня петь? Или только репетировать? Нет. Нужно как-то убрать все это в рюкзак. А я думала, уже петь начали. А петь будут? Каждого здесь есть своя правда. Правильно ли жить, я не знаю. Лишь хочу видеть в глазах твоих много кайфа. И на взгляде, что в прыжке от угрозы от медали. Насмотреться друг на друга под утром. И быть с тобою вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много. Где мой телефон? Тебя обниму и вместе полетаем. Ноги тают, улыбаться небом. Запомни ты меня таким счастливым. Ноги тают. И тем же утром запомни ты меня таким придурком. Нам не растить с тобой детей, не видеть старость. Не замечательтируй новыми вещами. Скорее всего, я тебя больше не увижу. Так что жить в кайфу не унывать, пообещай мне. Ведь все, что в этой жизни происходит, не поддается никакому объяснению. Но пока у нас с тобой есть минут 40, так давай друг друга вдохнем и остановим время.
посмотрели немножко. Небольшой уличный концерт, как обычно. Пойдем перейдем дорогу, пока есть время. Мама! Успеваем. Ой, волосы назад. Так. Релакс пёселей на калининградских улицах. У меня вот, мы сейчас до лабиринта дошли. Я гляну статус заказа. Так, заказик пока не пришел. Вообще, он у них даже уже Я вот не знаю, мне кажется, буквоед бесполезно сейчас идти. Наверное, тоже будет просто уйма народа. Время еще поджимает работу. Дорогие друзья, мы пошли домой. Нам нужно работать. Опять. Ох. Столько обошли. Ничего не нашли. Ну, мы этот ролик решили соединить с следующими днями, когда мы уже найдем. И тогда мы сделаем один общий ролик, как мы все нашли. Так решили сделать. Так что ждите в этом же ролике продолжение. Вот так-то.